Всем приветики, пистолетики. Аграрный университет на связи. Сегодня у нас на повестке дня рубрика «А это вкусно». Поэтому давайте для начала познакомимся. Рядом со мной находится замечательный красавчик, просто мужчина Нариман. Нариман, ну привет. Привет, Эрнест, ты тоже красавица, Ну, тоже звезда аграрного университета. В общем, ребят, знакомьтесь, это Нариман, лицо факультета пищевых технологий, грамотный специалист, инженер-технолог. И сегодня вместе с Нариманом мы будем готовить. Так, но для начала хотелось бы рассказать вообще, что это за рубрика. Хочется отметить, что в народе говорят, что у студента никогда не бывает денег. Поэтому сегодня мы хотим показать, как простые блюда за небольшие, небоснословные деньги можно приготовить красиво, грамотно и чтобы это самое главное было вкусно. И в этом нам замечательно поможет Нариман. Нариман, ну, я думаю, что мы можем начинать, нет? Да, Эрнест, мы обязательно начнем, когда ты оденешься. Так я одет, вроде бы. Фартук надень. Фартук. Ну, фартук это просто. Вот я уже и в фартуке. Ну что, как я выгляжу? Ну да, теперь больше похож на человека, так давай готовить. Ладно, Нариман, давай так, я буду тебе помогать во всем, ты просто говори. Конечно, готовлю я, наверное, не очень, но я буду стараться. Так, с чего мы начинаем? Поехали. Я вам сразу скажу, что это не цена одного блюда, а из этого можно приготовить целый килограмм. То есть накормить еще и соседей, там, соседей по комнате, соседей по общежитию. Коменданта. Коменданта обязательно. Обязательно накормить комендант. Мне кажется, Да. комендант в общаге факультета пищевых технологий самый счастливый. Для начала давай подготовим бекон. Каким образом? Давай, вот тебе немножко бекона и мне немножко бекона. Мне уже страшно, Нариман. Что нужно делать? Просто нарезаем его полосками. 2 hours later. Нариман, расскажи нашим зрителям, как ты к этому пришел вообще, ну, кто ты, чем ты дышишь? Расскажи, пожалуйста. 4 года назад я поступил на факультет пищевых технологий. Ты там скоро, нет? Ну, сейчас я пока езжу. Поступил на факультет пищевых технологий. Почему? Потому что где-то класса с 10-го у меня возникла такая мысль, чем я хочу заниматься вообще по жизни? Вот что я умею? В 9-м, допустим, я хотел поступить в МГТУ Баумана, который в Москве, и хотел быть архитектором. Ого. И у моей мамы сразу, белый воротничок, типа инженер, там, все такое. А Так. потом я в один прекрасный момент сел, подумал, а что я вообще умею? Что я могу предложить этому миру вот прямо сейчас? Я не рисую, там, никакие здания не проектирую, физикой не интересуюсь. Я понял, что я умею готовить. Хоть и тогда я был помладше, намного помладше, но... Так. Кстати, по поводу огня. Какой должен быть огонь? Средний, чтобы Средний. и не сжечь, и чтобы она у нас не тушилась. Наша задача сейчас вытопить все масло. Ты, как заметил, я масло не добавлял. Ага. Я вытапливаю жир, который есть в беконе. Он даст свой вкус при тепловой обработке. Затем я такой решил, раз я умею готовить, то и буду всем этим заниматься всю свою жизнь. Подхожу к маме, говорю, мам, поваром буду. Зачем мне этот Бауман, Москва? Я поваром буду. У мамы сразу шок. То есть она представила меня уже инженером, там, в костюме, белый воротничок, а тут повар. Звездный Мишлен, да? Не совсем. Ты шеф-повар. Знаешь, у старшего поколения ведь кто повар? Это выпускник какого-нибудь колледжа, какого-нибудь техникума. То есть такое среднее образование. То есть не вышка. И мама говорит, нет, ты не будешь поваром. Я такой, я хочу. Она говорит, Удиви меня. нет, ты что? Нет, хочешь поваром, иди на вышку. Окей. И тут магическим каким-то образом я нахожу аграрный университет. Факультет пищевых технологий. Более того, специальность технология продукции и организация общественного питания. Технология организации ресторанного дела. Короче, то, что нужно. Да, и все, я думаю, это мое. Так как-то 4 года прошли, очень интересно, очень здорово, очень вкусно. Об этом я подробнее расскажу чуть позже, как мы вообще здесь все это делали. Эта лаборатория, кстати, недавно появилась. Когда я был на 1-2 курсе, этого не было. Мы готовили чуть пониже, на 1 этаж. Но там тоже было неплохо. Ну вот, кстати, вот вопрос, пока как у тебя ловко это получается. Вопрос такой. Чего, вот ты решил стать инженером-технологом, грубо говоря, поваром, да, пришел в аграрный.
И вот за эти вот 4 года, ну уже 5-й год, да, к чему ты пришел, чему ты научился в целом? Вот что ты можешь сейчас заявить прям 100%, чтобы ребята, которые смотрят, они понимали, что просто, понимаешь, вот есть такая тенденция, типа, зачем мне нужна вышка, чтобы стать поваром, когда в интернете Да, в столько интернете всего посмотреть материала, ролики, пойти особенно, работать. знаешь, типа вот эти вот, берем яичко, там всякая столовая ложка муки, там это, и получаем готовое блюдо. Типа, мне кажется, теряется смысл поступать на вышку, то есть в аграрный университет. Развей этот миф, пожалуйста. Скажи мне, почему все-таки это неправильный ход мысли, что можно научиться готовить просто по интернету? Мы изучаем продукты, то есть из чего они состоят. Микроэлементы, витамины, минералы. Вот. Мы буквально разбираем продукт по элементам таблицы Менделеева. То есть мы знаем, что нужно добавить. Допустим, если хотим создать какой-то продукт, который поможет при лечении каких-то заболеваний, мы можем подобрать специальную диету. Это к примеру. Если это, конечно, интересно человеку, у нас вообще возможности развиваться безграничны. То есть мы можем пойти либо по какой-то научной сети, либо можем заниматься бизнесом, ну, то есть управление ресторанами, бизнес-процессы, либо там пойти совсем в науку, либо создавать новые блюда, либо вот просто готовить здесь. Смотри, что мы сейчас делаем. Да, что у нас дальше? У нас все-таки процесс идет, который нельзя забывать. Мы обжарили бекон. Вот, посмотрите. От него уже ничего не осталось. Так много нарезали. Сейчас жир вытопился, осталось только мясо. И что происходило? То есть при тепловой обработке жир, аминокислоты, белки, которые были вместе, они вступили все в реакцию под действием температуры. Сейчас мы обжарили бекон, и мы можем про него забыть. То есть он у нас пока стоит, все. У нас такая заготовочка. Поставим воду. Почему я сразу воду не поставил? Потому что макароны варятся у нас быстро, и велик риск, пропустить момент. Когда они развалится. Да. Нужно обязательно сделать макароны аль денте. Значит, это что значит? Аль денте с итальянского переводится как «на зубок». Я вообще балдею от нашего оборудования, то есть оно появилось недавно, все новое, все такое прям нетронутое, где-то даже заводская пленочка еще есть. Вообще, просто кайф, просто кайф. Вот, кстати, вот такой вопрос, очень интересующий меня вопрос. Вы, как студенты факультета пищевых технологий, когда учитесь, как готовить, что готовить и так далее, ну, про это мы уже поговорили, наверное, тоже многим интересно послушать, дают ли вам еду, чтобы вы готовили и сами ели? Вот, мы готовили с утра, то есть все подготавливали, пробовали и шли домой. Пробовали или съедали? Ну, студент же всегда голодный, студент же хочет хавать. Мы приходили Кушать. Мы не готовили прям казан, допустим, еды, чтобы весь факультет. На весь факультет, да, вместе плов. Просто, допустим, 3 блюда, по 1 или 2 порции каждого приготовили, там посмотрели, оценку органолептическую сделали, провели анализ, там записали все, что куда, поели, пофотографировались, в Инстаграм залили, сказали, какие мы офигенные. По поводу Инстаграма, Нариман как сейчас сказал, подписывайтесь на его Инстаграм обязательно, здесь очень много интересной информации. Он рассказывает, как готовить очень крутые, довольно-таки простые и сложные блюда, показывает, как он круто это делает, это в любом случае интересно, познавательно. Также подписывайтесь вот на вот этот Инстаграм, здесь будет ссылочка. Ну и, друзья, также не забывайте ставить лайк этому видео, подпишитесь обязательно на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов, которых в последнее время будет очень много, мы скоро будем выкладывать. И будьте в курсе всех событий и оставайтесь с нами. Ну, а мы продолжаем. Так, ты уже, смотрю, положил пасту. Да, я А сколько закинул нужно пасту. пасты? Вот на такое количество бекона, кстати. Так, ну, я вот обычно беру, если на одну порцию, ну, вот где-то столько. Ну, вот столько. Все, понятно. Это примерно сколько порций хватит? На одну-две? Я же сказал, одна. Одна порция, да. Значит, сейчас только ты поешь. Ну, да. Ладно. Я сразу поставлю таймер на 5 минут, ну, чтобы не пропустить момент. Можем пока что еще нарезать. Давай, можешь почистить лук. Ой, чеснок. Чеснок почисти. Так, я постараюсь это сделать, конечно. Да, я пока займусь соусом тогда. Для соуса берем яйца. Яйца вообще любые можно брать. Так. У меня здесь есть мисочка. Так, ну, возьмем где-то 2 яйца. Как это делается? Это надо надавить, да? Смотри.
Я думаю, нашим зрителям тоже интересно. Вот это вот. Этот корень отрезаешь. Все. Затем можно вот так вот рукой придавить. Все, почищен, да? Профит. Все. Все, давай, дальше. Что там у нас с яйцами? Разбиваем яйца. Так. Сколько штук? Я возьму 2. Угу. И что дальше? И всё на этом. вытаскиваем желтки. А, желтки надо тоже вытаскивать? Да, нам нужны желтки. А чтобы их вытащить, что нужно делать? Берешь руку. А, так просто? Да? А я видел кучу лайфхаков в интернете, там типа разбиваешь яйцо, то вот так вот. Ну так тоже можно сделать. Или же бутылка, знаешь, когда горло, пустая бутылка пластиковая, надавишь на нее, подносишь желтку, желток всасывается в бутылку. Вот для этого действия как бы лайфхака, да? Вроде лайфхак — это то, что должно облегчить нам жизнь. Но Ты должен где-то найти бутылку. Ты должен что-то там вот, какие-то манипуляции делать. Зачем? Вот есть рука. ну, в принципе, это вся суть всех Всё, лайфхаков. Вот. Все, я вытащил, все, вот. Никакая бутылка, никакие там что-то переливания из скорлупы в скорлупу. Зачем это? Так, ладно, что дальше? Более того, когда ты из скорлупы в скорлупу переливаешь, у тебя все равно часть белка может остаться на желтке. А так, видишь, я руками вижу, где здесь остался белок, и я могу его снять вот так спокойно, абсолютно спокойно. А вот когда, наоборот, когда уже приготовил макарон, туда добавлять масло? когда приготовил, воду сливаешь, добавляешь масло, перемешиваешь, и все. Особенно если это оливковое, то у тебя появится особый аромат, еще чуть соли, чуть перца. Все, я Больше уже хочу ничего не надо. есть, я уже захотел есть. Давай дальше, что Да, у это нас? бюджетный вариант, если, допустим, у вас вообще ничего нет, кроме макарон и оливкового масла. Мгм. Сварил макароны, залил оливковым маслом, перемешал, перца добавил, все, можно есть. Так, соус. Соус для карбонары как делается? Берем 2 желтка, немножко соли и сыр пармезан. Что мы делаем с сыром? Так, у меня есть терочка. Знаешь, приколы такие были. Я терочка. Ну, как пятерочка, такая я терочка. Вот на этой стороне, то, что пармезан твердый сыр, когда на этой стороне такой, ну, вот шершавый. Который все не любят и не понимают зачем. Да. Так, дальше. Вот она на самом деле для пармезана. То есть, чтобы делать вот такие вот крошки. То есть я не полоски делаю, допустим, вот здесь. Ну, вот это никуда не годится. На мелкой тоже никуда не годится. Будет, ну, такие полоски. Никому не нужны. А вот это именно крошка нам нужна. И сколько нужно сыра? Ой, ну, вообще пасту с сыром не испортишь. 2 hours later. Короче, смотрю, вот масло у нас уже закипело, она уже, ты уже через дуршлаг даже уже Да, я уже пропустил. сварил, маслом Пока я добавил. здесь чеснок этот чистил, бедный. Смотри, вот я вот вижу, что ты с таким энтузиазмом все это готовишь, то есть видно, что человек знающий, с опытом, но я еще вижу, что ты кайфуешь от этого. То есть можно сказать, что ты работаешь по специальности, потому что это, ну, реально большая редкость в наше время. Редкость, согласен, большая, потому что мало кто действительно у нас потом идет, ну, работать по этому направлению. А вообще, как я говорил, у нас направление развития, ну, вообще безграничное. Окончив наш факультет, ты можешь быть официантом, управляющим, менеджером, ресторатором, поваром, технологом, калькулятором. То есть Короче, много-много-много всего. вообще много-много. Но самое главное, что я хочу знать, ты кайфуешь от своей работы. Не зря поступил на ФПТ. Я никогда, ни единой минуты за эти 4 года не жалел, что я сюда попал, что я здесь учился и что я здесь окончил вуз. Ну ладно, верю, верю. Поехали дальше. Так, я, значит, чеснок наконец-то уже весь перечистил. Что дальше делаем? Я дотер сыр, мне этого пока хватит, и натри чеснок. Вот На какой? Этой терке. Это важно. Да. Ну, Хорошо. где-то вот два зубчика натрешь. Давай, едем дальше. Что Я делаем? пока займусь соусом. Итак, у нас 2 желтка. Я тут немножко перца, немножко соли. Берем венчик. Если у вас нет венчиков в общаге, можете там вилкой просто вилкой. Размешиваю. И добавляю сыр. Так, и что у нас в итоге получается? Поначалу у нас получится вот такая масса. Вот. Просто желток, смешанный с сыром.
То есть именно надо было сделать крошку, чтобы он быстрее растворился. Мгм. Что делаем с чесноком? Туда же? Да? Я немножко сохранил водички от макарон, потому что она такая уже, ну, крахмальная, такая вкусненькая. Угу. Можно сказать, бульон от макарон. Это, как, знаешь, есть прикол такой, типа, а куда ты сливаешь бульон, когда яйца варишь? Выпивая. На суп? Я не знаю, куда. Так, чуть-чуть, по чуть-чуть добавляем, потому что вода еще горячая. Там важно, чтобы желток не сварился. Так. Мы так. на финишной прямой, пока финишной я прямой? здесь занимаюсь, нарежь немножко петрушки. Все понял. Только без стебельков. Все понял, только сейчас листочки. организуем. Включаем плиту. Сейчас подогреем наш бекон. Были ли какие-нибудь у тебя жесткие косяки во время того, вот как ты, не знаю, учил, как ты готовил, может быть, ну не дай бог, конечно, ты кого-то отравил, я не знаю, или еще что-то такое, которое ты вот запомнил и тебе Это неловко очень- вспоминать? Есть такой момент, я очень хорошо его запомнил. Я тогда, по-моему, учился в 6 классе. Никого дома не было, и я решил пожарить картошку. У меня был белый казанчик. Так такой. уже интересно. У меня был белый казанчик, ну, то есть не белый, а такого металлического цвета, новый казан. Я его поставил на огонь, налил туда масло и, внимание, закрыл крышку. Ну, тупой. Мгм. Закрыл Я уже знаю, крышку. чем это кончится. Да, закрыл крышку, нарезал картошку там, все дела. Наверное, килограммов 5 почистил. Я тогда еще не знал, сколько вообще нужно. Ну, просто есть картошка, все, чищу, нарезаю. Пока нарезал, порезал себе палец. Гениально, да? Стандарт. Ага. Побежал там в аптечку, пока перебинтовывал, все дела. Прихожу на кухню, у меня казанок почему-то черный. Думаю, что-то непонятно, почему он черный. Открываю крышку, оттуда валит белый-белый дым. И вот просто в момент такой, пух. Вспыхивает. Он вспыхивает и горит. 3! Так, ну ладно, в общем, я понял, что нужно вот эту вот пасту добавить в подогретый уже прожаренный бекон. Да. Что с соусом? Когда? Я очень хочу. Можно я его добавлю? Когда ты скажешь? Погоди. Минимальный огонь. Ага. Я его вообще выключаю, потому что мне хватит тепла от сковороды. Постепенно добавляй соус, а я буду мешать. Это очень важно. Потому что сейчас происходит процесс эмульгирования. Давай. То есть, как делают, допустим, майонез. Помедленнее. Когда делают майонез, смешивают желток, горчицу и подсолнечное масло. Господи, Всё как это взбивается. пахнет, а? Все это взбивается и получается майонез. Вот здесь тот же самый процесс. То есть у нас желтки с водой, так? А от бекона выделился жир. То есть желток у нас в роли эмульгатора, потому что там находится лецитин. Он способен связывать жир и воду. То есть обычно у нас же жир и вода, они как бы не дружат друг с другом. А вот лецитин, он позволяет все это дело соединить в одну такую массу. Ты бы представляешь, как у меня текут слюни сейчас, как все это вкусно пахнет. Просто вот, ребята, не передать, как это вкусно пахнет. Вот реально. Очень вкусно. И я уже хочу попробовать, Нариман, у меня уже руки чешутся. Сюда, скорее. Так, вот оно затянулось. Вот у нас бардак какой-то небольшой. Ну, это нормально, это художественный беспорядок. Да, это художественный. Творческий беспорядок. Мы же люди творческие с тобой, да? Так, вот берем. Был бы у меня пинцет хороший, то вообще бы замотали здесь все. Так, может быть, есть здесь что-то подобное? Ладно, потом. Так, берем аккуратненько так. Заворачиваем. Вот так вот выглядит подача, допустим, в каком-нибудь кафе или ресторане. Как мы ели все в общаге. Даже тарелка не нужна, прям со сковородки. Это вкуснее. Сковородки вкуснее, да, есть такая легенда. Потом, нет, это не легенда. Это не легенда, это правда, да? Просто чтобы тарелку не мыть. Вот так вот аккуратненько укладываем. Можно я это сделаю, вот это вот последний, финальный шаг? Да, сейчас немножко петрушки вот так вот. Погоди, я здесь протру края. Все-таки у нас закос на красивую кухню, да? Сейчас самое любимое мое будет. Вот так, да? Могу? Можно?
Да, ну, только чуть-чуть. Вот Поменьше-то возьму. Не высоко. Ты неправильно стоишь. Ну, я стараюсь. Все, хватит, да? Все, хватит. О, не зря, не зря. Вот сыр у нас остался. Это важно. Давай, как ты это сделал? Как ты это сделал? Вот так. Тебе отлично получается меня пародировать. Посыпаем вот так. Ну, вот. вкуснота. И финальный штрих обязательный. Черный перец. Вообще я использую молотый, то есть свежемолотый, когда ты прям мелешь. Но у нас такой, поэтому чуть-чуть. Он финальный штрих такой, остринку, вот этот аромат пряный придает. Слюни текут, да? Очень, я уже Так. дар речи потерял. Давай пробовать. Ну все, давай все, пробовать. нам нужны вилки. Так, давай. Так, давай. Поехали. Так, вот берешь. Ну, я... декор забыл. Какой? Я делал заранее декор, чипсы из бекона. Ну, я думаю, Об этом мы тоже расскажем. Эрнест уже не вытерпит. Я уже не могу. Ну все, едим, все. Давай, как во Франции. Помогите. Нариман, ты лучший, просто лучший. Ну что, друзья, я думаю, вы смогли сейчас передать эмоции по камере. Это было реально очень вкусно. Надеюсь, что понравился вам ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и скоро обязательно увидимся. До новых встреч. Пока.